Пострадавшим от паводка якутянам помогает и ряд других организаций, движений и предприятий. Неравнодушные организовывают разного рода благотворительные марафоны, акции и ярмарки. Идет активный сбор вещей, одежды и денег. Сюжет Кристины Якуповой. Природная стихия бывает непредсказуемой и жестокой. Наводнение в Амгинском улусе – беда для всей республики. Чтобы помочь пострадавшим от паводка, Управа Октябрьского округа и Совет ветеранов организовали марафон добрых дел. Активисты Октябрьского округа организовали ярмарку-продажу книг, вещей, посуды и многого другого для того, чтобы все вырученные деньги передать жителям Амгинского улуса. Для того, чтобы поддержать, помочь те, кто остались без крова, скажем. Даже они вышли, как они показывают, что в одном платье для благотворительности. Даже детские сады у нас участвуют. Сделали скворечники. Ну и будет у нас сводный концерт силами клубов по интересам Совета ветеранов. В концерте участвовали ансамбли и местные музыканты. Очень даже хорошо, что придумали вот эту акцию, такой концерт. Благотворительность мы не всегда можем просто сам по себе, где-то что-то не знаешь. А здесь все-таки уже и что-то продастся, пойдет на благотворительность, что от концерта какие-то взносы пойдут. В общем-то, очень хорошая идея нашего округа. И мы очень даже с радостью, с удовольствием поддержали. Жалко, конечно, людей, в общем-то, чем можем, все сделаем для них, все соберем, все отправится. Сюрпризом благотворительного концерта стала 5-летняя Катюша. У меня очень много конкурсов, и я везде еду. А дома ты не разговариваешь на якутском языке? Нет, потому что это не конкурс. Идея провести благотворительный марафон принадлежит Совету ветеранов, а поддержали самые активные жители Октябрьского округа. Это многодетные матери, сотрудники 17-й школы и детского сада «Улыбка». Все вырученные средства и необходимые вещи будут переданы жителям Амгинского улуса. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск.